Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Внесены изменения в соглашение между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и о порядке и условиях софинансирования повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений. В Сухуми презентовали иллюстрированное издание Конституции Абхазии для детей под редакцией председателя Конституционного суда Людмилы Ходжашвили. В Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная 155-летию со дня рождения известного абхазского художника-сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Ширвашидзе-Чачеба. 3 российских режиссера с труппой Русдрама готовят 3 эскиза по пьесам Островского. В Русдраме с 11 по 17 декабря проходит режиссерская лаборатория. В четверг депутаты Народного собрания продолжили заседание сессии, начатое во вторник, 13 декабря. Были рассмотрены оставшиеся 11 вопросов в повестке дня. Народные избранники внесли изменения в соглашение между Абхазией и Россией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и о порядке и условиях софинансирования повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений. Также внесены изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и в законодательные акты в сфере банковского регулирования. Все подробности в репортаже Али Китрапш. На заседании сессии парламента депутаты во втором и окончательном чтении ратифицировали внесение изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Документ представила полномочный представитель президента в парламенте Нателла Ломия. Она пояснила, что в республике было выявлено много случаев, когда выплаты за умерших пенсионеров получали их родственники или иные лица. Внесенные изменения предусматривают субсидиарную ответственность уполномоченного органа Абхазии за неисполнение обязательств, которые повлекли излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним. Компетентный орган России освобожден от уплат обязательных платежей в бюджетную систему Абхазии. На сегодняшний день объем таких обязательств составляет порядка 24 миллионов рублей. В связи с такими обстоятельствами был подписан протокол, который предусматривает, что в случае, если абхазская сторона не уведомила или не своевременно уведомила о смерти гражданина, за которого продолжают получать пенсию его родственники или иные лица, абхазские компетентные органы будут нести за это ответственность в виде субсидиарной ответственности, в виде возврата денежных средств, которые были незаконно получены. Конечно, мы хотим вести дальше переговоры, дальше о повышении размеров пенсий, о доплатах российских и так далее. Но так как эта проблема серьезная существует и не решена, у нас проблема именно сама с регистрацией факта смерти, то российская сторона ставит вопрос о субсидиарной ответственности Республики Абхазия с абхазской стороны. И таким образом мы берем на себя такую ответственность, потому что, не решив этот вопрос, дальше вести переговоры о пенсионном обеспечении граждан не представляется возможным. Депутаты парламента также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года. Соглашение продлили до 2025 года. И согласно изменениям, одновременно один работник не сможет занимать более 1,5 штатной единицы. Также установлены новые формы отчетности расходования выделенных средств. На сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Законопроект направлен на установление обязательности учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Абхазии, а также на наделение Кабинета министров полномочиями по установлению порядка и условий постановки на учет по месту пребывания в Республике Абхазия иностранного гражданина и лица без гражданства. Все иностранные граждане и лица без гражданства, которые пребывают на территории Республики Абхазия, свыше 3 дней подлежат постановке на учет в установленном порядке. В установленном порядке выдается документ, подтверждающий постановку на учет. Постановка на учет осуществляется на срок до 1 месяца, в последующем может продлеваться до 6 месяцев.
рассматривали возможность увеличения определенного срока дат, то есть, например, там, до 20 дней, чтобы не было необходимости для того, чтобы обязательности постановки на учет, либо вообще рассматривать пока на этом этапе только для тех, кто собирается именно устраивается на работу. То есть, потому что если мы примем так, как есть, то есть в окончательном чтении, у нас могут быть проблемы потом уже с туристами, которые, у них будут какие-то дополнительные препоны, им приходится с документами куда-то ходить. Да, если, например, в гостинице отдыхают, это все проще. Но если отдыхают дикарем, создаются проблемы, и вполне возможно, что потом к ним со временем будут применены какие-либо штрафные санкции. После обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении. На сессии парламента был представлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в сфере борьбы с правонарушением по добыче криптовалют. Речь идет об ужесточении механизма по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии. Несмотря на то, что штрафные санкции накладываются, оборудование находится в обороте. И в целях одним из мер по изъятию оборудования предлагается предусмотреть возможность конфискации. Также предусматривается ужесточение в плане уголовной ответственности за повторное совершение административного правонарушения. Предусматривается установление уголовного наказания в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет, также с конфискацией оборудования. Проектом закона предусматривается также оборудованием признавать тот же трансформатор, который человек использует непосредственно только исключительно для осуществления деятельности по криптовалюте, а также иное оборудование, помимо наряду с машинками и блоками. Мнения депутатов в данном вопросе разделились. Проект на данном этапе я поддерживаю. Единственное, на мой взгляд, все-таки о конфискации трансформаторов именно вообще речи быть не может, но это опять же между первым и вторым чтением, я думаю, мы еще это все тщательно обсудим. Мое мнение по данному вопросу такое. Просто если мы хотим, чтобы наша энергетика оставалась нашей, нам необходимо какие-то меры предпринимать, и пусть даже они не популярные. Вот такое мое мнение, уважаемые коллеги. Если мы хотим бороться, мы должны бороться действительно все вместе. Потому что рядовой крестьянин не имеет фермы. Фермы есть по 2000 аппаратов. Вы представляете, что такое 2000 аппаратов? Которые 6 километров провели под землей кабель, 6 километров. И трансформатор находится на другом месте. Я хочу сказать, если человек купил трансформатор для этой цели, почему мы должны лояльно относиться к этому? Конечно, надо все конфисковать, если человек купил специально для этого. Это не проблема энергетической отрасли, это не решение задачи, я вам повторяю. Вам нужно решить организационные вопросы в самой энергетике, в управлении. Вот где надо решить. Я только что сказал, это самовольное подключение к электрическим сетям. Вот единственное. А если вы ему разрешаете, он будет подключаться. Зачем его конфисковывать? Вы только вчера разрешали, а сегодня говорите не надо. Будем забирать. Реза Платонович обозначил реальную возможность, незаконное подключение к сетям. Но это требует работы. А вот тут и начинается то, о чем мы говорим. Не может быть этого подключения, которое не видят работники сети, которое не видят правоохранители и так далее. Вот тут начинается выборочный режим. Поэтому мое предложение все-таки сегодня, этот вопрос, давайте мы к нему вернемся. После долгого обсуждения было принято решение снять с повестки данный вопрос. Также депутаты перенесли рассмотрение еще 2 постановлений о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость и о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности в связи с необходимостью доработки. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Согласно документу вводится определение электронных денег. Закрепляется право участников национальной платежной системы, партнеров, провайдеров осуществлять прием платежей в пользу третьих лиц. Банк Абхазии может регулировать порядок приема платежей партнерам-провайдерам в пользу кредитных организаций. Депутаты также во втором окончательном чтении внесли изменения в некоторые законодательные акты Абхазии в сфере банковского регулирования. Изменения вносятся в рамках гармонизации законодательства Абхазии с российским. Депутаты парламента также внесли изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования инвестиционного товарищества. Документ представила полномочный представитель президента Нателла Ломия.
Договор инвестиционного товарищества, вообще законодательное регулирование направлено на то, чтобы создать соответствующие необходимые правовые основы для предпринимательской деятельности на территории Республики Абхазия в случае, когда нет необходимости создавать отдельное юридическое лицо, а есть возможность нескольким юридическим лицам на основании заключенного договора инвестиционного товарищества заниматься соответствующим видом предпринимательской деятельности. Депутаты в первом чтении внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях в Абхазии. В случае принятия изменений профессиональные праздники в Абхазии будут устанавливаться президентом республики. Законопроект предусматривает изменение наименования праздника 14 января Ажирныха на традиционный религиозный праздник абхазов вместо Дня сотворения мира. Таким образом, принятие проекта закона обеспечит разграничение государственных и национальных праздников от профессиональных. Кроме того, проектом закона предусматривается установление новогодних каникул, которые будут охватывать и 31 декабря. Аля Катравш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. О чем нужно знать с детства? Конечно же, о своих правах и правах окружающих. Донести это до детей было главной целью автора и главного редактора, вышедшего в свет иллюстрированного издания Конституции Абхазии для детей, председателя Конституционного суда Людмилы Ходжашвили. Это издание представляет собой облегченный вариант главного закона страны, в который вошли основные положения. Книга издана на абхазском и русском языках. Репортаж Асиды Малия. Каждый гражданин должен знать не только свои права, но и права любого другого человека. И, как считают специалисты, чем раньше он вникнет в особенности правовой культуры, тем лучше. Председатель Конституционного суда Людмила Ходжашвили именно с этой целью инициировала и теперь уже, можно сказать, воплотила в жизнь идею создания Конституции специально для детей. В книге отображены более 70 статей Конституции Абхазии, а для легкости восприятия все они иллюстрированы. Я являюсь преподавателем, заведующей кафедрой гражданского права и процесса. Все недочеты, которые имеются в школах, я это вижу. Дело в том, что дети, поступающие в наш Абхазский государственный университет, вижу, что есть проблемы. Это одно. Другое то, что все-таки основной закон должны знать наши дети с малых лет. Они больше запоминают в детстве. Именно творческий подход, как говорится, оживил сложный юридический язык. Юные художники Центра детского творчества Управления образования города Сухум, арт-студии Мухус и арт-вебэдж из Пицунды иллюстрировали фактически каждую представленную в издании статью. Помимо того, что это увлекательно и красочно, еще и показательно. Ведь дети таким образом выразили то, каким видится им современное общество. Презентовавшая издание заместитель председателя Конституционного суда Диана Пилия продемонстрировала один из первых экземпляров Конституции, подаренный высшему судебному органу фондом первого президента, отметив при этом, что главный закон страны как ориентир развития общества и государства в целом. Одна из первых страниц читателя знакомит с преамбулой Конституции. Получилось очень ярко, очень красиво. И эта торжественная вступительная часть Конституции, она имеет существенное значение для уяснения всего смысла Конституции. И преамбула всегда во всех конституциях, она обладает большим идеологическим смыслом и большой идеологической нагрузкой. Это способствует утверждению гуманизма, утверждению любви к своей родине, к своему отечеству и приверженности к демократическим ценностям. Участники презентации были единогласны во мнении, что данное издание необходимо использовать не только в школах, но и в высших образовательных учреждениях. О том, что Конституция для детей может стать качественным подспорьем для школьников, сказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия с предложением провести встречу с учениками, которых особенно заинтересовала Конституция Абхазии. Он обратился к судьям Конституционного суда. Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия считает важным развитие правовой культуры детей и подростков, и потому данное издание – не что иное, как существенный вклад в общее дело. Действительно, это такое событие для нашей республики. Уверена, что благодаря такой вот прекрасной иллюстрированной книге детской конституции у детей вырастет интерес
интерес к изучению основного закона нашей республики. Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломи считает, что данное издание может стать хорошим подспорьем для старшеклассников, и на это есть основания. Несколько лет назад мы провели небольшой такой опрос в 3 школах Сухума, ну и вот в университете и так далее. И вот представьте себе, что был, значит, опрос по правам человека в абхазской школе, в армянской и в русской школе. И, к сожалению, глубокому, я хочу вам сказать о том, что самый худший результат дети показали в абхазской школе. Вы понимаете это? Получился такой результат. Они отвечали анонимно, абсолютно, там не было никакого вот, как вам сказать, подвоха или что-то такое. И вот ввиду этого я думаю, что вот такая, например, такая книга, которая сейчас вышла, да, под вашим руководством, и она будет очень большим ресурсом именно для этих учителей, которые занимаются с этими детьми. Что действительно означают права и обязанности, какие ценности считаются важными для здорового общества, почему нужно уважать и соблюдать законы страны. Издание поможет донести до детей ответы на все эти вопросы. Исторический момент, мне кажется, в Республике Абхазия, потому что я не знаю, что может быть ценнее и важнее, когда ребенок с молодого возраста уже познает свои права и познает, что государство его готово защищать. Мне кажется, что вот подобно, особенно это важно, когда это показано глазами детей. В такое время молодое поколение, слишком много информации у них, и они считают, что свобода – это вот, ну, почти что вседозволенность. Это неправильно. Появление вот в таком виде здесь, в этом сборничке, я думаю, очень хорошо для того, чтобы понимание у подрастающего поколения было, что он не только свободен в своих высказываниях, но еще обязан по отношению к своей стране, к своему народу. Не могу не отметить действительно рисунки, которые здесь сделаны. И мне очень сильно понравился рисунок, который касается того, что каждый человек обязан уважать и защищать окружающую среду. Мне кажется, идеально описывает эту статью и очень поможет детям осваивать те положения Конституции, которые закреплены. Взяв в руки красочно иллюстрированную книгу, так и хочется ее прочесть. Сложные юридические термины становятся понятнее, осваивается легче. На последних страницах можно прочесть текст гимна республики, расшифровку флага и герба и, конечно же, историю принятия главного закона республики – Конституции, в которой 31-я статья гласит, что каждый человек обязан уважать права и свободы других людей. Асида Малия, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Министерство внутренних дел продолжает усиленные рейды по предупреждению правонарушений в республике. Об этом материал пресс-службы МВД. По указанию министра внутренних дел Вальтера Бутба, МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению профилактики правонарушений в республике. Ежедневно на рейды выезжают патрульные экипажи с оперативным составом. Параллельно укрепляются посты ДПС. Ротация, которую в последнее время активно использует руководство МВД, мера нужная, не раз доказавшая свою эффективность, подчеркивает заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, под руководством которого проходят масштабные рейдовые мероприятия. Ротация необходима для повышения уровня качества работы сотрудников Министерства внутренних дел. Сегодня подразделения восточной части нашей страны переброшены на западную часть и также в обратную сторону. Это способствует улучшению качества нашей работы и увеличению выявления административных и иных правонарушений. При подготовке к рейдовым профилактическим мероприятиям руководство дает особые установки на выявление водителей в нетрезвом состоянии, нарушителей ПДД, а также на выявление фактов незаконного хранения и ношения оружия. Вместе с тем личный состав инструктирует о необходимости корректного поведения в отношении водителей и пассажиров, обязательном соблюдении процессуальных норм при проведении проверки документов и составлении протоколов о нарушении правил дорожного движения. Протокол – это процессуальный такой важный документ, в котором очень важно, чтобы были все данные. Время составления, дата составления, место составления, все данные водителя, марка, модель, номер удостоверения водительского.
Это очень важно для дальнейшего рассмотрения материалов в административной практике. Безусловно, в данный момент в этой процессуальной процедуре обязательно должен присутствовать и водитель, в отношении которого возбуждается административное производство. В этот раз контроль проводимых профмероприятий начинают со столицы. Город схематически делят на участки. За каждым закрепляют группу сотрудников, которую далее будут перемещать согласно распоряжению руководства. За 2,5 часа работы в Сухуми составлены десятки протоколов. Несколько машин отправлены на штрафстоянку. Ряд лиц задержаны для установления личности. В западных районах в этот раз работали сотрудники милиции Ткварчалского, Гуларыбского, Галского и Чемчирского районов. В результате мероприятий выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличие подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей, о которых было доложено руководству. Вольно. Вольно! Следующий пункт дислокации КПМ в Мюссере. К 20 часам вечера уже формируется общая картина, позволяющая подвести промежуточные итоги. На данный момент основными видами выявленных правонарушений являются управление водителем транспортным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Порядка 15 человек доставлено в дежурные части районных подразделений для установления личности. Порядка 25 машин доставлено в районные отделы внутренних дел. Сотрудники оперативных подразделений, инспекторы ГАИ тщательно осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, которые состоят в розыске. Вместе с тем, одним из самых частых является нарушение норм тонирования автостекол. Пренебрегая безопасностью движения, особенно в ночное время, граждане продолжают тонировать лобовые стекла. Сотрудники, в свою очередь, реагируют на данные правонарушения. Сам начальник ГИБ Собранные в ходе мероприятия данные о правонарушениях систематизируют и формируют в единый отчет. В этот раз цифры неутешительные. Проведение профилактических мероприятий выявлено 477 административных правонарушений. Из них 58 за нарушение правил тонирования и 60 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. 15 человек доставлено в дежурные части территориальных подразделений для установления личности и более 20 автомобилей поставлены на штрафстоянку. 60 водителей, выявленных в нетрезвом состоянии, является беспрецедентной цифрой. В то же время более 70 водителей были лишены водительских удостоверений за езду в нетрезвом состоянии за последние 2 месяца. Всех жителей нашей страны беспокоит ситуация на дорогах. Необходимо отметить, что только силами госавтоинспекции данную ситуацию не изменить. Необходимо самосознание граждан, уважение на дорогах и соблюдение правил дорожного движения. Данные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно до тех пор, пока ситуация на дорогах не изменится в лучшую сторону. Помимо стационарных постов ГАИ, данные профилактические мероприятия параллельно проводятся методом патрулирования. МВД напоминает, что основная цель профилактических мероприятий – не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а привлечь участников дорожного движения к правопорядку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка, посвященная 155-летию со дня рождения известного абхазского художника-сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Ширвашидзе-Чачпа. В экспозиции представлены более 80 работ, декораций, эскизы, костюмов, созданные в петербургский период художника, когда он работал декоратором Александринского и Мариинского театров. Особый интерес на выставке представляет серия, созданная им во время его работы сценографом в легендарном русском балете под руководством Дягилева. Эскизы к балетам «Лебединое озеро», «Весна», «Священная», «Веселая смерть». На открытии экспозиции была и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия.
Творчество Александра Чачба давно является частью мирового культурного наследия. Известные деятели искусства считали художника воплощением века, в котором он родился. Ведь Александр Чачба, как никто другой, мог проникновенно отразить этот период времени на своих полотнах. В то же время многие сравнивали его с художниками Ренессанса. Говорили, что все, что видели глаза Александра Чачба и чего касались его руки, превращалось в произведение искусства. Его незаурядный талант проявлялся во многих областях. Мастер живописи и рисунка, непревзойденный сценограф, книжный график, историк искусства. Выставка, которая здесь представлена, это абхазская коллекция. Но каждая работа, она отсылает нас к каким-то очень важным событиям в начале 20 века. Культурной жизни, которую, в принципе, и заложили основу современной культуры. Александр Чачба Шарвашидзе получил художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем продолжил учебу во Франции, в Париже. Был членом русского артистического кружка «Монпарнас» и членом Национального общества художников Франции. Александр Чачба был одним из самых известных сценографов петербургских императорских театров Мариинского и Александринского. Работал с такими выдающимися русскими художниками, как Александр Бенуа, Александр Головин, Валентин Серов, Николай Рерих и с такими известными зарубежными мастерами, как Пабло Пикассо и Андре Дорен. Более 80 работ художника выставлены в Центральном зале. Каждая из них уникальна. Игра красок не может не удивлять. Работы разделены на несколько периодов. Во многих из них автор постарался показать внутренний мир своего героя, его характер и индивидуальность. Александр Чачба был художником, который сумел объединить 3 страны – Абхазию, Россию и Францию. 500 работ лично Александром Константиновичем было передано в дар Родине. Но так случилось, что Абхазия тогда относилась к Грузии, и поэтому они половину присвоили, а другую половину нам прислали. Даже больше, чем половину они присвоили. Но так случилось, что перед войной у нас была выставка портреты. Кстати, лучшие работы, Александра Константиновича из портретного жанра из Тбилисского музея. А мы их конфисковали, и они находятся у нас. Я связан с его именем, потому что в 1985 году мы останки из Ниццы привозили в Сухум, и я с его дочкой Вианой Александровной и внуком Демосфеном встречал танкер в Батуми и завез его прах, останки в город Сухум. И организовал здесь шествие, связано с его торжественно-траурным захоронением у филармонии. Позже, в своем завещании, часть работ отдал Абхазии, часть работ оставил Грузии. И мы с министром культуры с помощью Тактакишвили, тогдашнего министра Грузии, были в Музее искусства Грузии, и часть работ оттуда привезли сюда. Любовь к Абхазии Александр Шарвашидзе Чачба пронес через всю свою жизнь. Эту любовь он привил и своим детям. Сюрпризом для гостей мероприятия стал приезд правнучки Александра, Татьяны. Александр Константинович прожил 101 год. Представляете? И он прожил такое количество лет, и вот за это время это было очень сложное и сопряженное огромными катаклизмами. То есть это и революции в России, это и две мировые войны. А Александр Константинович он создавал искусство, он о нем думал, он о нем писал, об этом искусстве. И если вот немножко углубиться, то что такое искусство? Это не то, что какая-то попытка вот показать, что у тебя внутри и что вокруг тебя. Наверное, правильнее это какой-то акт коммуникации. То есть искусство создается, передаются мысли, сопереживания для того, чтобы кто его воспринимает, смог пережить эти же чувства. Вот это то, чем занимался Александр Константинович. Выставка будет открыта для посетителей до 24 декабря. Здесь также можно увидеть портреты современников художника, режиссера и драматурга Николая Иврейнова, актрисы Натальи Будковской, Клодин Бессон и многих других. Центральное место экспозиции занимает автопортрет художника, за который он был принят в Национальное общество художников Франции. Выставка организована Министерством культуры Абхазии при поддержке Россотрудничества. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазская телевидение.
В Русдраме с 11 по 17 декабря проходит режиссерская лаборатория при поддержке Союза театральных деятелей России, посвященная произведениям драматурга Александра Островского. 3 российских режиссера с труппой Русдрама подготовят 3 эскиза по пьесам Островского «Гроза», «Шутники» и «Красавец-мужчина». Сейчас в театре идут активные репетиции эскизов, в которых участвует вся труппа. Повсюду кипит творческая работа. Актеры репетируют на большой сцене, в репетиционном зале и в фойе театра. На одной из таких репетиций побывала Эсма Голанзе. Конечно, кто и пожалеет, а больше засмеют. А как не смеяться? Как не смеяться? Знаменитая «Гроза» Островского в исполнении актеров Русдрама. Все происходящее на сцене пока еще не спектакль, а, говоря театральным языком, эскиз, подготовленный российским режиссером Ксенией Самодуровой. Эскиз длится около 40-50 минут. Это не просто фрагмент или план постановки. Он несет в себе законченный образ, который интерпретирует произведение целиком. Я ставлю не совсем классический вариант. Это такая наша фантазия, эксперимент. Мы попытались найти там простой человеческий юмор в каких-то неловкие ситуации, стеснения. Где-то, безусловно, это трагедия, это история любви, но так как мы не берем финал пьесы, это все-таки начало, ближе к началу, там пока что страшных событий не происходит, поэтому мы пытаемся вот как-то это все раскачать в нормальную жизнь, где есть и юмор, где есть и переживания, где есть и риск. В театре готовится еще один эскиз по Островскому. Режиссер Константин Денискин репетирует пьесу «Шутники», в которой задействовано 7 актеров Русдрама. Умение говорить о важном через смешное можно смело отнести к постановке, впрочем, как и ко всей сатире Островского. Во-первых, это комедия. Во-вторых, она раскрывает какие-то глубокие, несмотря на то, что это комедия, она раскрывает глубокие темы, тему семьи, тему уважения к отцу. Основное, что меня заинтересовало в этой пьесе, это любовь между всеми персонажами. И вот это чувство любви, которое приподнимает, возвышает, делает нас счастливее. «Красавец-мужчина» – одна из поздних пьес драматурга. Эскиз готовит режиссер Ирина Дремова. Центральный персонаж – мачо и авантюрист, манипулирующий женскими чувствами. Главная роль досталась известному красавцу Русдрама Осману Абухба. У всех свои недостатки. Я красивый, объективно красивый. Не потому, что я или моя мама так решили. 3 пьесы, 3 мира, 3 шедевра Александра Островского приурочены к 200-летию великого русского драматурга, который отметят в следующем году. Все работы будут представлены в рамках режиссерской лаборатории, которая пройдет в Русдраме 17 декабря. Идею проекта поддержал Союз театральных деятелей России. Центр поддержки русского театра за рубежом существует уже очень давно, и у нас есть 2 направления. Это командировки специалистов в русские театры по запросу, и на основе заявок это проведение режиссерских лабораторий. То есть мы привозим молодых российских режиссеров в русские театры. Они ставят за 4-5 дней эскизы по выбранной тематике лаборатории, которую мы заранее оговариваем с руководством театра. И потом показываем эти эскизы. Руководство театра поддерживает один из эскизов. И на следующий календарный год Союз театральных деятелей России поддерживает создание полноценного спектакля на основе этого эскиза. По итогам показов пройдет зрительское голосование и голосование экспертного совета. Будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем. Я хочу зрителям сказать, что нет ничего прекраснее этих мгновений режиссерской лаборатории, этих 5 дней. Главное, того дня, когда эти эскизы будут показаны публике. Поэтому, если вы придете в театр, вы просто, вы отправитесь в путешествие, которая надолго вам запомнится. Это самые прекрасные мгновения, которые могут быть. У нас это уже 3-я лаборатория. Были лаборатории по античной драматургии, тоже при поддержке Союза театральных деятелей России. И там спектакль «Электро» стал нашим хитом после этой лаборатории. И была лаборатория по Фазилию Искандеру «Сандро», которую мы сами проводили. И родился спектакль «Рассказ мула старого Хабуга». Тоже хит.
На творческий процесс режиссерам и актерам дано всего 5 дней. Что из этого получится, зрители смогут увидеть 17 декабря. Эсма Голанзе, Константин Парулва, Абхазское телевидение. В Доме Москвы в Сухуми стартовал театрализованный марафон новогодних представлений для детей. Представления под названием «Лесная история» пройдут с 15 по 20 декабря. Для каждого ребенка подготовлены подарки, мягкие игрушки, настольные игры и сладости. Помимо этого, в рамках новогодних представлений там же открылась выставка детских рисунков. Мне представление очень понравилось, потому что там весело и все такие веселые. Ну и музыка прикольно играла. И мне больше понравился Заяц, потому что он там самый был активный. Всех жителей Абхазии с Новым годом! Участие в наших мероприятиях примут дети из разных социальных категорий, из разных организаций. Всего мы примем 320 детей. Данные мероприятия проходят впервые после пандемии. Раньше московская елка, которая проходила в Доме Москвы, была ежегодным мероприятием, традиционным. В этом году мы возобновляем традиции проведения подобных представлений. Данные мероприятия организованы при финансовой поддержке правительства Москвы. Поэтому хотим выразить им огромную благодарность за предоставленную возможность подарить детям настоящую сказку. Мы пригласили детей от 4 до 10 лет. Это та категория, дети, которые еще верят в сказку, в волшебство. Надеемся, им очень понравится. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 16 декабря на территории Абхазии ожидается дождь, туман. Ближе к вечеру погода прояснится. Температура воздуха ночью 7-12, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшипшара. Всего хорошего. До свидания.